3 наших врача стали призерами всероссийского конкурса. Ревматолог клинического кардиодиспансера Лариса Илюшина и офтальмолог в Иркутинской больнице скорой помощи Сергей Закопайко вторые в своих номинациях. А вот заведующий отделением психоневрологии детской клинической больницы Анатолий Лузин стал абсолютным победителем среди врачей-неврологов. С ним познакомилась Ольга Коняева. Молодец. Ну давай, походи немножко. Так, давай обратно. Давай обратно заходи. В общем, шустрота есть, ловкости немножко не хватает. Это старый друг Семен. Так представил нам лучший невролог России Анатолий Лузин своего маленького пациента. Действительно, здесь многие становятся своими. Дети растут, организм меняется, а значит, обследование, лечение, реабилитация нужны постоянно. Потихонечку динамика сдвиги есть. И будем надеяться, что Семен в течение года пойдет в школу. А у нас находился на лечении практически с 1-го года жизни, да? Да. То есть уже много раз. Анатолий Лузин знакомит нас и с персоналом психоневрологии. Здесь чуть больше 30 человек. Заслуженная медсестра с большущим опытом работы в психоневрологическом отделении, свои нюансы, свои особенности. Но работает уже достаточно долго и, в общем-то, как и весь наш персонал, профессионал своего дела. Только слаженная работа всего коллектива – залог часто нелегкого успеха, говорит заведующий отделением. И главное, результат возможен только в сотрудничестве с родителями, для которых здоровье ребенка, конечно, самая большая ценность. Мамы его все обожают. У нас все рвутся, хотят все к Лузину, только к Анатолию Владимировичу. Все, наверное, не все. Ну, да? многие, да. Мы очень рады, что в течение вот этих 7 лет он работает с нами, потому что это достаточно такой чуткий и добрый человек, который понимает все нюансы нашего развития, и мы за это ему очень благодарны. Детям помогает целая бригада специалистов – невролог, дефектолог, ортопед, психиатр, сурдолог, логопед. Но диагностика и лечение в больнице – это полдела. Немалый труд ложится на плечи родителей. И задача специалистов – дать напутствие для работы с детьми дома. А еще часто нужна помощь психологическая. Бывает, родители не принимают какие-то проблемы ребенка. Вот просто психологически, почему у меня такой ребенок? И почему это так? То есть не ищет выход из ситуации, а ищет виноватого. Это тоже неправильная позиция. Здесь мы помогаем родителям, помогаем детям. Тяжелая, но не знаю, интересная работа, неординарная, всегда вариативная, не бывает 2 одинаковых случаев. Максимально возможный спектр обследований, вплоть до высокотехнологичных, консультаций всевозможных специалистов, социальная адаптация, правильный уход. Все вкупе помогает больше половины пациентов вернуть, как говорится, к нормальной жизни. Анатолий Лузин в своей работе использует достижения современной медицины и осваивает новые методики реабилитации. Детский церебральный паралич при адекватной реабилитации, при адекватном уходе, при адекватном отношения родителей, мы добиваемся стабилизации, социализации деток, но при этом нужна плановая регулярная реабилитация. И при этом должны участвовать, конечно, целая бригада специалистов. В отделении 40 коек для детей от 4 месяцев до 18 лет. Сейчас в связи с эпидситуацией здесь принимают в основном экстренных пациентов. Но это не вся работа. Анатолий Лузин консультирует детей в других детских больницах городов и районов республики. Всего за год это примерно 10 тысяч детей. Тяжелые детки достаточно часто к нам попадают. Кому возможно, оказываем специализированную помощь, кому возможно неотложную помощь, кто-то находится на паллиативной койке. То есть дети с тяжеленными расстройствами центральной нервной системы. Ценный кадр, так отзываются старшие коллеги. Его чуть было не переманили работать в родную Мурманскую область. Но Лузин остался верен родному отделению. Здесь он уже 23 года. И вот теперь он лучший врач-невролог страны. Он закончил в середине, наверное, 90-х годов Архангельский медицинский институт. И он проходил интернатуру по детской неврологии. И, можно сказать, не выходя сразу после интернатуры, он сюда был распределен. И здесь он работает, в этой больнице. Он здесь вырос, он здесь возмужал. Он тут состоялся как специалист, как невролог.
Он молодец. Половину жизни, наверное, на работе проводим. Вот, то есть работаю давно, работу свою люблю. Ну, я вообще считаю, что специальность врача, специальность доктора, ну, это одна из, наверное, основных специальностей, да, на Земле, на всей планете. Нести людям добро, здоровье, счастье. Семья, рыбалка, посиделки у костра – это вторая половина жизни. Правда, свободного времени остается мало. А главная мечта Анатолия Лузина – отдельный корпус для реабилитации детей. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.